Добрый день, уважаемые коллеги, участники конкурса, уважаемая Наталья Владимировна, экспертное сообщество, наши профессиональные команды, которые сегодня поддерживают директоров общеобразовательных организаций. Мы приветствуем вас на 4-м конкурсном испытании «Разговор с министром». Как мы сегодня уже говорили, данное испытание впервые включено в данный конкурс, и сегодня и для нас, и для вас будет профессиональный дебют данного конкурсного испытания, Наталья Владимировна. Я хочу напомнить цель конкурсного испытания. Это оценка экспертной деятельности конкурсанта в вопросах государственной политики в сфере образования. Испытание проводится в форме круглого стола. И у нас, уважаемые коллеги, будет 2 профессиональных трека. В рамках первого трека Наталья Владимировна, обозначив свою профессиональную позицию, будет включаться в диалог, уважаемые коллеги, именно с вами, задавать вам вопросы. А уже второй профессиональный трек – это вопросы наших конкурсантов. Уважаемая Наталья Владимировна, у нас час времени, таков регламент испытания, но этот час, он профессионально для нас будет очень значим. Наталья Владимировна, вам слово. Спасибо, уважаемые коллеги. В первую очередь обращаюсь к участникам конкурса. Я знаю каждого из вас очень хорошо. Я была в ваших учреждениях, и вы знаете, на самом деле сегодня, правда, для меня испытание. Вы настолько разные, и ваши образовательные организации настолько друг на друга не похожие. Вы заняли каждый свою нишу именно в республиканской системе образования. И, конечно, я нашему уважаемому жюри не завидую. Уверена, что и предыдущие конкурсные испытания тоже где-то ставили их в тупик, поскольку очень трудно оценивать высокопрофессиональных и очень опытных людей. Это я вам сейчас в любви призналась на самом деле, уважаемые директора, поскольку каждого, еще раз говорю, вас знаю, и тот уровень, которого вы достигли в своих учреждениях, это, конечно, это высота. Это высота, и вы знаете, особо приятно, что у нас в этом году, в этом конкурсе вот такой состав участников. Но поговорить мне хочется с вами, и в первую очередь, знаете, это полезно для меня. Буквально несколько дней назад у нас завершился конкурс «Учитель года», где мы тоже говорили с конкурсантами. И я от них узнала очень много полезного, очень много нужного и понимание того, как надо выстраивать дальше республиканскую систему образования. А вы, как руководитель, безусловно, сейчас выведете и меня, и всех нас на другой уровень. И я начну не от общего к частному, я начну с частного. Скажите, пожалуйста, что такое современная школа? Вот мне очень часто журналисты ставят в тупик, мне очень часто задают вопрос: как вы видите школу будущего? Что вы понимаете под современной школой? И я, честно говоря, всегда очень теряюсь. Я затрудняюсь ответить однозначно, односложно, четко и конкретно. Поэтому, коллеги, вот вы как директора очень успешных школ, что для вас современная школа? Да. Это самая первая задача, стоит современная школа. Это новые подходы, методы обучения и воспитания и содержания. Это новые методы обучения и воспитания в современной школе. Также сосредоточение материально-технической базы. Кто смотрел недавно, значит, в новостях показывали современную школу, где от бассейна до дорожек по правилам дорожного движения, где цифровая школа, где сегодня на полу интерактивные доски и на потолке тоже определяются интерактивная доска, то есть современная школа с современными методами, подходами и содержанием. Евгения Юрьевна, я с вами соглашусь. Мы сейчас больше говорим об инфраструктуре, об условиях, где мы знаем с вами, где каждый элемент должен развивать, воспитывать и обучать. Где, я еще самое главное сегодня не сказала, где технопарк, кванториум, которые идут на развитие ребенка. Угу.
Хорошо, у меня есть вопрос, но я пока его придержу. Ага. Помогите, коллеги. Я считаю, что современная школа – это еще в первую очередь современный учитель, который нацелен на индивидуализацию обучения, на наставничество, естественно. И все это происходит через повышение мотивации учащихся к обучению. Разрешите, я сделаю небольшое отступление. Я буквально час назад приехала с Ясныкской школы. Это школа в Сыктывдинском районе, 70 там обучающихся, это сельская школа, где есть очень прекрасный учитель. По поводу современного учителя. Этот учитель буквально неделю назад принимал участие в конкурсе Коми Велодыш. Это молодой парень, красивый, Виктор Алмазович его зовут. Учитель коми языка, учитель ОБЖ, учитель начальных классов, у него 1 класс. Вот это современный учитель, Ирина Ивановна? Современный учитель – это тот, который обладает еще всеми компетенциями. Если он обладает компетенцией, значит, он будет современный. А если он только те качества, которые вы перечислили? Вот смотрите, давайте по-другому порассуждаем. Учитель-стажист, практик, да, с прекрасными результатами и в прошлом, и в настоящем. Но из инструментов, а вы, коллеги, сейчас найдете своих учителей в этой картинке, из инструментов у него только доска. Он сопротивляется всему новому, он не очень любит технические средства обучения, он не соответствует вот тем вот условным параметрам современный учитель с новыми технологиями, но у него высокие результаты. Вот он к какой категории у нас будет относиться? Здесь вопрос, конечно, интересный, потому что здесь в первую очередь, конечно, нацелены на качество образования, независимо от того, применяет учитель, там, обладает, до какой степени обладает технологиями. Но и технологии сейчас надо тоже, потому что дети у нас же все очень развитые идут, да. И в первую очередь, когда мы работаем с такими детьми, мы в первую очередь должны это уметь делать все сами. Угу. Спасибо. Дети принимают, и дети успевают. Мы ведь раньше тоже работали только доска, мел и тряпка. И выходили и ученые, и хорошие специалисты. Поэтому как воспримут дети. Угу. А самое главное у нас – это ведь результат. У нас-то взрослых, да, а у детей процесс на самом деле самое главное. Ага, Наталья Валерьевна. Ну, нужно помнить, что сейчас быстро устаревают все знания, в том числе и педагогические знания, умения наших учителей. На мой взгляд, современная школа, которая успевает за этими изменениями и готова передать эти знания и прием постижения новых знаний своему ученику. А будет он это с тряпкой делать, или он будет это с компьютером делать. Вот главное, чтобы он успевал за изменением и дал возможность ребенку учиться. Угу. Спасибо. Да, микрофон только, Нина Ивановна. Ну, тут уже много сказали по современной школе. Я хочу немножечко дополнить, что современная школа – это вне зависимости от того, где она находится, какой статус она имеет, она должна давать те результаты, удовлетворять те потребности, которые необходимы для современного мира. Недаром говорят, что школа должна всегда шагать в ногу со временем. Значит, если в ногу со временем, она должна быстро изменяться, быстро вступать в те инновации, которые предоставляет образование, российское образование для школы. Независимо, это школа сельская, небольшая, маленькая, или большая городская школа, лицей-гимназия. Нина Ивановна, я с вами согласна по поводу быстро изменяться, но, может быть, вы не разделите мою точку зрения, но мне кажется, самой консервативной системы, как образование, вообще больше нет. Вот самая традиционная, консервативная, сложно изменяющаяся – это система образования. Мне так кажется. А как тогда быть? Вот как ей стать современной? Как ей быстро меняться? Вот вы сказали, быстро изменяться, да, с учетом тенденций современного мира. Вот как это сделать? Тут в первую очередь улучшение материально-технической базы. И с другой стороны, это повышение уровня квалификации педагогов. Согласна. В плане инновационных технологий, которые
требует современный период. Мгм. Хорошо, спасибо. Можно, да? Да, конечно. Мгм. Ну, вот я, например, думаю, что, может быть, школа нашпигована всем, то есть полностью быть материальная база, умные учителя, которые прошли квалификацию, там подняли, да, но если ребенок не бежит в школу, нету духа школьного, да, вот мы говорим про лицейский, например, наш дух, да, то уже о современной школе говорить нельзя. Современная школа – это все равно, когда дети идут, дети радуются, мы радуемся, что дети к нам хотят. Даже вот взять, если дистанционное обучение, когда было, да, они скучали, они нам об этом говорили, поэтому они с радостью прибежали 1 сентября и сказали, что мы не хотим никакого больше дистанционного обучения, мы хотим быть только с вами. Поэтому я считаю, что вот это тоже является... Да? Лидия Ивановна, я вот абсолютно разделяю вашу позицию. Вот смотрите, условия, кадры, там еще что-то, если их не объединить чем-то единым, вот вы назвали это дух, да, атмосферой, как угодно, наверное, да, и не получится ни самого учреждения, и оно не будет современным. И знаний Да, не будет, и да, ничего не да. будет. Согласна. А вы знаете, вот про цель, Евгения Юрьевна, вот у вас у каждого, еще раз говорю, у вас такие уникальные школы, у вас у каждого своя цель. Вот если сейчас вас каждого спросить, у вас у каждого своя цель, но у каждого очень успешные дети, выпускники. Поэтому здесь, да, такой интересный вопрос. Так? Уверена, что у Венера Рашитовича есть свое понятие о современной школе. Если можно, начну с современного учителя. Для меня современный учитель, он научит всех, не оставить никого за бортом. 1 класс, у него 2 класса. Если гуманитарий, а он математик, увлечет математикой, сделает все так, чтобы именно его предмет дети освоили. А какие инструменты уже он будет использовать? Технические, нетехнические? Это современный учитель. Всех научить, всех завлечь своим предметом. А современная школа, несмотря на техническое и все другое, для меня самое главное – это выпуск. Вот каких мы выпускаем юных граждан, образованных, эрудированных, с активной гражданской позицией, вот это и будет современная школа. От этого и будет зависеть современное общество и наше государство. Спасибо. Да, да. Ведь не зря у нас вот с вами такая цель-то очень, с одной стороны, простая, это научить учиться. Да? Вот она, проще не придумаешь. А вот инструментов может быть действительно колоссальное количество. Коллеги, спасибо. Я теперь тоже буду знать, как отвечать журналистам, что такое современная школа. Я взяла от вас очень много нового. Давайте поговорим теперь о ребенке. Мы не можем оставить в стороне то, ради чего мы созданы, и то, ради кого мы работаем. И поговорим сейчас, наверное, несколько о глобальном, это о цифровизации. Мы затронули с вами и стены, и технологии, и какие-то материально-технические устройства и так далее, и так далее. Но цифровизация, она ведь захватила и нас, и ребенка. Вот как выстроить нашу с вами работу, что нам нужно сделать, проще говоря, чтобы вернуть ребенка в общение. Я не буду сейчас приводить цифры социологических исследований, вы это можете каждый на своей школе привести примеры. Что сделать, чтобы ребенку интереснее было со сверстником, интереснее было с коллективом, чтобы он умел выстраивать диалогическую речь, чтобы он умел общаться со взрослым, чтобы было интереснее, чем с гаджетами. Особенно дистанционное образование, оно выявило эти проблемы. И что нам нужно сделать, чтобы не уйти в зависимость, чтобы наши дети с самых младших школьных периодов не были зависимы и от средств, и от контента, который там есть. Ну вот мы, например, создали информационно-образовательную среду. То есть наши дети, когда особенно мы были на дистанционном обучении, участвовали точно так же, как бы и в лицее воспитательной деятельности, да. То есть они создавали фильмы, мы проводили сами мастер-классы, обсуждали с ними
документальные фильмы, познавательные фильмы. То есть проводили всякие конкурсы. У нас были общие дела с детьми, с родителями. И поэтому вот как-то мы их старались именно вот, ну, чтобы они именно ушли вот именно, ну, именно от компьютера, да, чтобы постоянно они сидели в компьютере. То есть мы как-то вот с ними старались их разнообразить, их деятельность. Но, Лидия Ивановна, вы говорите, может, я ошибаюсь, о мотивированных детях. О тех детях, для которых слово педагога, слово взрослого все-таки авторитет, и они изначально приняли наши правила игры. А что делать с теми детьми, которым, в принципе, уже ничего не интересно, и ни родитель, ни педагог не являются для них авторитетом? Вот, ну, давайте проговорим вот про очень массовую школу, где разные дети есть. Вот то, что вы сделали информационную, интересную для детей среду такую образовательную, это прекрасно. А вот что делать для других детей, которым ничего уже не интересно? Вот что делать? Да. Вот он взял телефон, он сидит, и вот хоть и так, и по-хорошему, и очень по-хорошему. Вот он сидит в этом телефоне. Может быть, для начала детей втянуть в неклассные мероприятия, то есть сплотить коллектив, а затем уже он будет гореть, у него будут глаза гореть, он будет идти в школу учиться. Потому что, правильно, сегодня многие коллеги говорили, что успешность у ребенка у каждого должна быть. Давайте посмотрим шире. Я не говорю сейчас про информационную зависимость в школе, я говорю вообще о ребенке. А мы же понимаем, что хотим мы или нет, родители на нас возложили уже все функции, да, и ответственность на нас лежит. Поэтому вот как ребенка переориентировать, чтобы он не сидел в этом контенте? Посмотрите шире, посмотрите за рамки своей организации. Увлечь неурочной работой, дополнительным образованием. Например? Которое, ну, например. Ну вот, например, 8 класс, все прекрасно понимают, что за возраст. 8 класс. Учится, в общем-то, как получится, никуда он не ходит, ему неинтересно. На бокс водили 2 занятия, ушел, на футбол водили 2 занятия, ушел, на рисование вообще не дошел. Сидит в телефоне, встречается с друзьями, но как они встречаются? Сидя на диване или на скамейке, играют в одну и ту же игру по распределенной модели. Что делать с этими детьми? У вас их много. Это учитель, родитель и ученик. И сказать сегодня, Петя, вот это нехорошо, это ничего не сказать. На это нужен длительный процесс, и процесс на убеждение. И только, конечно, вовлечение, вы правильно сказали, он сегодня может пойти в одну секцию, завтра в другую и так далее. Только привлечение и убеждение. Но 8 класс это уже поздно. Надо начинать, Конечно. малолетство идти. И только союзники здесь могут быть, только родители. Евгения Юрьевна, я абсолютно признательна вам за этот ответ, поскольку у нас, знаете, нельзя так назвать, но я назову слабое звено во взаимодействии. Это родители сейчас. Не все, конечно, много замотивированных, но пока мы родителей не возьмем в союзники, наверное, сложно будет. Это, знаете, как часто получается. В школе это белое, а дома это черное. А ребенок не понимает, а где же это серое, в конце концов, что между и разрывается. Так, коллеги, еще А родители-то бегут к нам, что мы дома-то ничего не можем сделать, только в компьютере сидит. Это хорошо, если бегут. И тогда что? Думайте шире, коллеги, уйдите в другую плоскость. Мы с вами сейчас можем найти уникальное решение этой проблеме. Нина Ивановна, сформулируйте, да. Пока Нина Ивановна будет формулировать, можно скажу. Допустим, вот у нас 3-й час физкультуры, мы вели с 5 классов самбо, уроки самбо. И учитель ведет, который не ведет физкультуру. То есть он своим личным примером, и там элементы самбо. И то есть многие дети уже ходят дополнительно, занимаются самбо. То есть это вот тоже как одно вовлечение. Я тут, если пошире, сразу возьму не только школу, но и окружение, в котором находится ребенок. Вот в сельской местности у нас нет большого количества учреждений, куда бы ребенок мог пойти за пределами школы. У нас нет музеев, у нас нет каких-то культурных досуговых центров. Но взаимосвязь, например, школы с сельской библиотекой, взаимосвязь школы
и родителей с Домом культуры, это позволит притягивать не только в школу, но и притягивать учащихся в те структуры, которые есть непосредственно на селе. И тут получается, что с одной стороны школа, работая с учащимися, предоставляет им различные варианты, где ребенок может попробовать и там, и там, и там, может быть в спорте, а может быть ему программирование вдруг понравится, то есть в новая вещь, а может он в шахматы играет. Тоже. И с другой стороны, это, например, сельская библиотека, которая тоже проводит мероприятия, которая тоже привлекает туда детей и со своей стороны тоже их заинтересовывает. И таким образом вместе родитель, общественность, ученик, учитель во взаимосвязи можно будет вот как-то решить эту проблему. Мне хочется сказать, что мы сейчас должны все отдать себе отчет, что мы плохо знаем психологические особенности возраста, каждого возраста. Но мы многие годы на это мало обращали внимания при объективных, субъективных причин. Поэтому, если мы будем хорошо знать психологические особенности возраста, дальше знать виды деятельности, приоритетные для каждого вида возраста, если мы, безусловно, подтянем сюда родителей, то мы должны в школе сформировать такие мероприятия, не просто разрозненные, а именно соответственно, которые бы соответствовали возрасту этого ребенка. То есть если мы знаем, что в начальной школе это игра, коллективные виды деятельности, и для них это важно, если мы знаем, что для среднего возраста детей, подростков, для них авторитет это уже сами подростки, то мы будем, зная это, использовать это. Поэтому просто говорить о наборе мероприятий, кружков, секций нужно учитывать возрастные особенности и психологические особенности детей, безусловно, привлекая родителей. Поэтому и родительские клубы, и мы это начинаем делать уже со школы раннего развития, но для этого и учитель должен быть профессионален и рассказывать родителям об этом, потому что родители иногда, зачастую безграмотны в этом вопросе. Можно добавить не только психологически, но и его интересы. Вот вытянуть ту ниточку, которая говорит об его интересах. Вы сейчас решили проблему в городах, я думаю, у вас, когда у нас разрисовывали, помните, из вагончика, ведь решена эта проблема постепенно. Как ее решить? Дали место, вот здесь рисуй, дали место, выделили, рисуй и так далее. Все, проблема ушла. Вот и здесь надо психологически плюс вот эту ниточку, его потихонечку в это влекать. А вы посмотрите, если сделаем анализ, когда идут трудовые отряды старшеклассников. Мы берем эту категорию детей, чтобы трудная жизненная ситуация, помочь финансово и так далее. Но ведь они-то идут туда с желанием, хотя и работать надо, но они знают, что они получат за это деньги. Ведь они идут туда с удовольствием. Вот на этом надо играть и их вовлекать. Я думаю, так. Может быть, надо какие-то мероприятия делать, да? Например, флешмоб какой-то. Сегодня целый день без телефона. Мне кажется, у нас столько флешмобов уже. Нет, целый день без телефона, это будет уже Почему? Не мероприятие, а паника у детей, родителей и всех остальных. Нет, я поддерживаю полностью. Наталья Валерьевна, я хочу немножко вашу мысль протранслировать. Вот вы про психофизиологические особенности очень правильно заметили возраста. А самое главное в вашей фразе было, что мы не знаем. Вот давайте продлим эту нить. Вот что делать? Мы не знаем. Да, мы когда-то заканчивали педагогические институты, где педагогика и психология были основными предметами. Нам, может, надо что-то менять в системе повышения квалификации. То есть, понимаете, чтобы мы, с одной стороны, учитывали эти особенности, выстраивали свою работу, а с другой стороны, работали с родителями, нам надо самим прекрасно
либо выучить, либо вспомнить. Уже тоже с учетом, ведь это новое поколение детей, это же уже тоже целое исследование есть, а готовы ли мы работать с этими их измененными психофизиологическими параметрами. То есть вот это вот очень важно, что нам, наверное, надо выстраивать некую иную форму работы с педагогами, вообще с сотрудниками образовательных учреждений. Да. Да, да. Хорошо бы было добавить еще бы психологов в школу по одной ставке, а именно на каждую. Так вообще же не против я нисколько. Я все прекрасно понимаю, да. Психологи, да. Вот я ждала тоже, когда мы начнем об этом разговаривать. Все-таки, наверное, психологическая поддержка всех этих процессов, она нужна, да. У нас сейчас, к сожалению, нередки факты, когда дети с интернет-зависимостью попадают на лечение в психиатрические больницы. Я не знаю, может, ваших детей в ваших школах это миновало, но это так. Это очень длительный курс реабилитации идет с включением уже определенных лекарственных средств. То есть это действительно большая проблема, именно поэтому я ее и поднимаю вот в вашем обществе. Коллеги, есть ли еще мнение? Давайте я вам подскажу. Все, что вы говорите, вы привыкли всегда, что вот вся ответственность на вас. Любой руководитель, это любой управленец, это административное должностное лицо, которое в том числе и как должностное лицо, и как гражданин обладает некой законодательной инициативой. Что бы вы поменяли в нормативно-правовом поле, чтобы обезопасить детей, либо предупредить вот эти проблемы, такой тотальной отрицательной цифровизации наших детей? Наверное, самый легкий на поверхности – это запретить пользоваться в образовательных учреждениях, собственно, за границей, в ведущих вузах. Даже интернетом нельзя пользоваться, не то что уже всякими гаджетами, но, наверное, это самый простой, который лежит на поверхности. Мы, в общем-то, в школе запрещаем на уроке. У нас даже есть такая таблица, в смысле, такой знак, что запрещается пользоваться на уроке. Но это, конечно, на уроке они не пользуются, но тут же они выходят в коридор. И самое главное, что родители их в этом поддерживают. Родители им звонят, спрашивают, интересуются. И самое главное, болезненно вообще приняли это решение, хотя мы на совете гимназии это принимали решение. То есть это было не административно спущенное, а как бы такое общее решение. То есть были большие дебаты, то есть общество не готово к этому. Поэтому, наверное, если на законодательной... Запретить на более высоком уровне. Да, то это тоже будет иметь сопротивление определенной части населения. Вы поставили вопрос законодательной власти. Да, это очень хороший вопрос, и он такой глобальный. Поэтому вы помните, когда у нас запретили до 10 часов вечера быть детям одним, я вот всегда отдыхаю в Геленджике, там прямо по набережной, вы знаете, как вот хлеб всему голова вложили в голову, так вот и это. Мне кажется, у нас сначала разрешили, а потом хотят запретить. Ну хорошо, что запретите. Если мы сегодня сопоставим образование и медицину, медицина-то ведь сегодня говорит, что идут, как вы говорите, большие психические заболевания у детей из-за этого. Мне кажется, надо законодательно наверху прямо жестко поставить и сказать, вот это и это запрещено. И это нужно по всем трансляциям, по всем видам связи, вот это нужно рекламировать, что это нельзя. У нас же родители сегодня приходят, так вы на каком основании мне запрещаете? Вот тогда, если это будет поставлено так и посвятить это в течение года, эта проблема может быть решена положительно. Есть еще мнение по изменению? Ну, то есть запрет, тотальный всеобщий запрет. И, конечно, нам с вами и кому-то еще будет проще. Но на самом деле это слишком категорично. Да, тоже надо подумать. Так, хорошо. Этот вопрос завершаем. Ну, то, что этому надо уделять внимание, и кому, как не нам, это делать, безусловно, и просвещать и родителей, и детей. Безусловно, нам это надо делать. А вообще, когда мы сейчас обсуждали этот вопрос,
Вот как раз дистанционное обучение, то, через что мы с вами прошли. Проще всех, знаете, кому сейчас? У кого в населенных пунктах нет интернета и сотовой связи. Они об этом и не думают. А вот смех смехом, но у нас около 56 образовательных организаций, у кого нет интернета. Соответственно, там таких проблем нет, там есть другие проблемы. Организацию той же дистанционной работы сложно, но тоже молодцы, они справились. Но это доля юмора, скажем так, это неправильно, поскольку действительно и там в ближайшее время в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будет проведен интернет, и действительно наши дети должны иметь ресурсы, обучающие ресурсы, чтобы именно для вот образовательной деятельности. Коллеги, не могу не поговорить. Мы с вами говорим об очень простых вещах. Я не буду вас мучить нацпроектами, мероприятиями, целями, задачами. Это все понятно. Мы с вами на земле, поэтому вот у нас дети, у нас педагоги, у нас родители. Коллеги, не могу не поговорить про воспитание. Интересно ваше мнение. Те процессы, которые сейчас происходили, опять-таки, на верхнем уровне, и изменения в закон об образовании, и дальше трансляция в нормативные акты, это регламентация и упорядочение деятельности. Но мне кажется, что мы как занимались воспитанием, так занимаемся, так и будем заниматься воспитанием. И от того, что это где-то распишется, пропишется, конкретизируется, конечно, может быть, нам организационно проще будет, но, безусловно, мы это продолжим. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к современной школе, к современному ребенку, как нам сейчас нужно построить процесс воспитания? Прошу особо обратить внимание в ваших ответах на трудовое воспитание. Вы представители городских школ и одной сельской школы. Вот современная школа, современный ребенок, современный процесс воспитания – это что? Это сложно. Ну, поразмышляйте. Мы работали в 90-х годах. Мы сами доску вытрем, сделаем генеральную, закрепленная территория. Если там ученик пошел, где-то бросил бумажку, мы каждый раз сами по своему графику убирали территорию и так далее. Вот глагол подобрать, что сейчас государство на каждый чих надо взять согласие. Могу я вывести на трудовой десант? Могу ли я генеральную уборку сделать в классе? Мне кажется, немножечко вот здесь воспитание должно быть шире, глобальнее, и которое будет воспитывать ученика как на уроке, так и во внеурочной деятельности. И вот вторую часть неурочной деятельности, которая, к сожалению, у нас сегодня не оплачивается, хотя она идет у нас и в учебном плане, но мы сейчас про это не говорим. Вот вся вот эта внеурочная деятельность и воспитательная деятельность, вот она должна вместе сочетаться, и как раньше было трудовое воспитание, профориентационное-то есть. Вот, мне кажется, очень мы сейчас оберегли наших учеников. Ну, согласна, поэтому и задаю такой вопрос. И думаю, что с нового учебного года, с 2021 года, будет программа воспитательная, которую сейчас обсуждают, какие вопросы вносят коррективу, что она принесет через какое-то время положительный результат. Хорошо. Да, но тем не менее в трудовые отряды дети бегут, потому что они за это получают деньги. Да? Поэтому, может быть, как-то вот больше этих трудовых отрядов делать. Ну, понимаете, мы рискуем тогда. Мы с младшему школьнику начнем вкладывать в голову, что любой труд должен быть оплачиваемый. Нет, я говорю про старших детей. Старшие — это несколько иная история. Младших детей опять возобновить дежурство. Да, я нет, тоже, я думаю, что в принципе... Ну, потому что сейчас детей, вы правильно сказали, опекаем полностью. Не дежурить, ни уборки, ни генеральные, ни во дворе, там, да, нигде ничего. Поэтому сейчас снова заставить что-то делать. Сделать у себя в учреждении. В конце четверти у нас все убирают еще
Хвалятся, у кого лучше. Дети очень любят ОПТ Ну, называется. может быть, младшие классы, но у нас старшие уже не очень-то пойдут мыть что-то там, чего-то Мне убирать. кажется, что мы генеральная уборка. узко смотрим на эту тему трудовое воспитание. Да. Вот трудовое воспитание – это ведь не только физический труд. Это разные виды труда. И задача школы вообще привить уважение к труду. А будет это физический, интеллектуальный, творческий труд. Вот что важно, мне кажется, сейчас в школе. Потому что, наверное, с течением времени физического труда будет все меньше и меньше, в свете развития всяких технологий, да, и машин разных. А вот вообще отношение к труду и что это свойство человека трудиться и делать это качественно. Поэтому это все можно организовать, начиная и с 1 класса, и показать это и уважение к труду ученика, как он потрудился над домашним заданием, или как он там пересадил цветок, или как он оформил там рекреацию к Новому году, или как он поучаствовал в трудовой бригаде. То есть вот, на мой взгляд, надо шире смотреть на понятие трудовое воспитание. Коллеги, а кто разрабатывает образовательную программу в учреждении? Кто? Школа. А кто мешает заложить в рабочую учебную программу каждого учебного предмета вот такие темы, разделы? А никто не мешает. Вы понимаете, я к чему вас вывожу? Сейчас я всех выслушаю, я к чему вас вывожу? Мы с вами стали тоже ко многому относиться со стороны наблюдателя стороннего, потому что это сложно, это надо организационно провести очень серьезную работу, объяснить педагогам, может быть, даже подсказать, в какую программу, какой элемент надо вложить, как вы говорите, пересадить цветок, да, тот же самый. То есть на самом деле это можно делать, не называя это трудовым воспитанием, а воспитывая через учебный предмет и через те формы работы, которые каждый учитель применяет. Коллеги, понимаете, если мы, наши педагоги, вы меня простите, я тоже, пусть недолго, но была учителем, если педагог позволяет себе весь урок просидеть, ни разу не вставая, прочитать учебник, не зная дополнительной информации, то о каком воспитании, в том числе трудовом, может идти речь? Я вас постоянно обращаю к педагогам и к нашей с вами работе. То есть у нас с вами ресурсов очень много, надо уметь ими пользоваться, этими ресурсами. То есть, Нина Ивановна. Ко всему сказанному я хочу еще дополнить именно в этом направлении это волонтерство. Видите, как-то волонтерство это ведь тоже помощь другим, это тоже трудовое воспитание. Оно может быть не в плане, что вот ты иди заработай там, сделай за что-то, а это помощь пожилым, помощь, скажем, тому же детскому садику, еще кому-то, инвалиду. Но это все идет, опять же, через волонтерство, это, опять же, трудовое воспитание. Вот про волонтерство вы очень хорошую тему затронули. Это, в принципе, опять-таки хорошо забытое старое, несколько с иными подходами. Буквально вот пару недель назад я встречалась с участниками акции «Мы вместе». Это вот тот сложный период начала пандемии, когда особенно студенты очень активно включились в этот процесс. Они даже не называют себя волонтерами, но мы понимаем, что они именно этим и занимались. И вы знаете, вот они настолько уникальные люди, это молодые все, школьники, старшеклассники, молодые студенты первых, вторых курсов. И вот они рассказывали, как вот у него есть мешок картошки, он там в деревне вырос, собрал, он его взял и отвез. Когда он съездил за продуктами и взял, привез. То есть вот когда ему захотелось, и вот это качество, человеческие качества, которые тоже мы с вами ежедневно можем воспитать. Потом можем мы это облечь в название волонтерства, добровольчества, как угодно. Но это все, на мой взгляд, не знаю, разделите вы или нет мою позицию, это должно идти снизу. То есть не сверху, а именно снизу. Юрий Рашитович, вы хотели что-то сказать? Я насчет трудового воспитания. В кадетской школе оно всегда было, остается и будет. Так, пока я руководитель. Поделитесь.
Родители знают, в какую школу они отдают детей, они знают наше направление, они знают наши приоритеты, они знают в итоге, что мы хотим от детей. И в обучении, и в воспитании. И поэтому, нонсенс, чтобы мальчик, да, будущий мужчина не мог забить гвоздь, там, ножовкой поработать, еще что-то. Кто будет плац чистить от снега после строевой подготовки и тому подобное. Поэтому трудовой, кто березы посадит или цветники будет поливать на территории школы. И это в рамках не ЛТО, не трудовых бригад. Поэтому как бы вот такая позиция, то, что в советской школе хорошее было и оставалось, естественно, нужно использовать, а не что-то ломать. А насчет технического труда, технологий, мы сами видим, какие изменения произошли. Может, мы сами виноваты, что все-таки в информационную плоскость перегибаем некоторые предметы, в частности, да, сейчас технического труда такого нету, мы переводим в систему проектов и прочих информационных технологий. Электронный журнал, это же тоже гаджеты. Это понятно, что нам очень позволяет, а сколько различных у нас отчетов, которые мы онлайн все записываем. Поэтому как бы мы в таких условиях, что гаджеты нас будут окружать. Это я просто, микрофона у меня не было, прошу прощения. Нам просто главное не перегибать. Нужно то, что гаджеты будут, они будут. И, естественно, здесь уже невозможно прям кардинально что-то сделать. Просто как бы довести до разумных, да, до разумных целей, да. Мероприятие – это хорошо, да. Во время строевой подготовки или во время юного атаманца, конечно же, они не полезут в гаджеты. Но ведь мы не знаем, да, вот именно как насчет родителей, да, здесь я согласен, да, мы же не знаем дома, что родители позволяют часами сидеть, играть в игрушки чуть ли не до полночи. Лишь бы их не трогали, а да? потом, да, ему надо. А родителям хорошо. Это забота. Я же купил последний iPhone. И значит, свою функцию, миссию я выполнил как родитель. А уже учеба – это школа и воспитание. Для чего вам, да, платят зарплату? Поэтому как бы так. Я только за трудовое воспитание, даже за его расширение, поэтому труд – это труд. Это абсолютно как бы отрывает. Во-первых, что-то умеешь, во-вторых, отрывает от дурных мыслей, от вредных привычек, и вот как и занятие спортом. Поэтому труд, физкультура, спорт – это, я думаю, основа воспитания. Но несмотря и на все, конечно, и другие, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое образование, это тоже ни в коем мере. И коми, национально-региональные компоненты, коми-язык. И во всем этом один ребенок стоит в серединке. А ребенку достается это все. Но зато у него счастливое детство. Да? Вся система образования работает, чтобы ребенка развить, и чтобы ребенок именно был адаптирован в обществе и просто раскрыть его таланты. Поэтому вот такая позиция. Когда вы переходили, можно было несколько программ, я очень много посвятила, мы с директорами школ на совете директоров этому вопросу очень много уделили времени для того, чтобы оставить мальчика, чтобы он умел гвоздь забить, или перейти с 5 класса. Те школы, у которых база есть и была, мы ведем с 5 класса по 8, мальчишек учим и пилить, там, и строгать, ну и так далее по программе. Поэтому вот эта роль трудового обучения я бы вообще поставила на первое место, конечно. И, конечно, семья. Если семья с малолетства будет приучать мама, уважая себя как мама и женщина перед детьми, которые, вот твоя обязанность вынести, например, там, ведро, там, сходить в магазин, хлеб купить, по мере своей возможности возрастания. Вот это сочетание приведет большой положительный опыт. Но вот уроки, технологии, там, где это можно, надо сохранить и вести мальчиков и девочек. Мы делаем так. И большинство школ у нас в Ухте так. Спасибо. По поводу мам. Вот мамы, которые сейчас у нас мамы, мы их с вами уже такими воспитали. То есть это вот мы понимаем то поколение, это уже молодые мамы, с которыми, в общем-то, уже тоже необходимо работать. По поводу технологий я с вами соглашусь, ведь мы можем посмотреть стандарт с вами, мы можем посмотреть в примерные программы, ведь там не исключено, там, да, вариативность представлена, но никто не говорит, что мы должны уходить от технического труда, от ручного труда, девочки по своему направлению, мальчики по своему, домоводство, да. Никто не говорит. Другое дело, что не везде у нас уже условия соответствуют. И вот здесь все-таки, мне кажется, мы должны выступать единой позицией, единым фронтом. Это надо сохранять. И материально-техническую базу, именно вот
таких вот в нашем понимании традиционных мероприятий по технологии надо сохранять. Не знаю, разделяете вы или нет эту позицию, я считаю, что это очень важно. Да, поэтому это и наша задача тоже стоит, и на уровне Российской Федерации эти вопросы обсуждаются, поэтому, надеюсь, что все-таки та понятная нам технология, то есть уроки труда, они все-таки, где-то вернутся, а где-то просто будут продолжать развиваться. Коллеги, я понимаю, что да, Галина Владимировна, уважаемая мы ко Наталья второму треку Владимировна, должны перейти. Да? Уважаемые коллеги, первый трек мы считаем завершенным. Мы действительно осознаем вашу профессиональную позицию, которую вы сегодня смогли выразить. Ну а теперь мы приступаем ко второму профессиональному треку. Я хочу напомнить слова Аристотеля. Желающий добиться успеха должен уметь задать правильный вопрос. Я желаю вам успехов, и у вас есть возможность задать один вопрос Наталье Владимировне. Коллеги, пожалуйста, начинаем. Наталья Владимировна, в законе об образовании сказано, что дети с ограниченными возможностями здоровья в классах, которые учатся в классах с ОВЗ, получают бесплатное двухразовое питание. А вот дети, которые инвалиды, учатся в общеобразовательных классах, они этого лишены. Ваши ли компетенции повлиять на это в законодательстве вопрос? И если нужно, мы вам в этом можем помочь. Угу. Спасибо большое за вопрос, Евгения Юрьевна. Это вопрос не сейчас возник, и у вас в том числе, я знаю, с какой категорией вы работаете и какой у вас опыт. Действительно, это определено федеральным законодательством. Определено. Но бюджет либо региональный, либо муниципальный. Мы знаем, что если обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья являются учащимися государственной школы, соответственно, вот это бесплатное двухразовое питание обеспечивается региональным бюджетом. Если это муниципальные обучающиеся, соответственно, муниципальным бюджетом. Поэтому по такой же схеме абсолютно понятно и можно организовать питания детей и относящихся к категории инвалиды. На самом деле в среднем в год у нас чуть более 3000 школьников, если мы говорим про школьников, которые имеют, к сожалению, ту или иную форму инвалидности. И поэтому вот сейчас у нас новый состав Госсовета, и уверена, что этот вопрос мы поднимем, потому что я абсолютно поддерживаю эту идею. Более того, мы уже предварительно делали расчеты, то есть ничто законодательно и нормативно не ограничивает нас и не мешает нам это сделать. Наталья Владимировна, вопрос такой. В период пандемии школы нашей республики приобрели бесценный опыт дистанционной работы. Можно как-то обобщить этот опыт, потому что, я не побоюсь этого слова, мне кажется, он действительно бесценен. И надо четко понимать, что нужно развивать дальше, а от чего надо точно отказаться в использовании дистанционного обучения. Понятно, что, например, для нашего региона в актированные дни это будет очень приемлемо, но точно надо знать, что можно использовать, а чего не нужно категорически. И тут, наверное, не только школа, хотя вот обобщить опыт можно всех школ, но нужен какой-то, наверное, научный руководитель или какой-то человек, который возглавит это и обобщит этот опыт. Наталья Валерьевна, спасибо за вопрос. Я думаю, что нужна некая экспертная оценка, то есть вообще целесообразности, соответствия того вот ресурса, который получился. Вы правы про бесценный опыт. Более того, за такой короткий период, мне кажется, педагоги еще не выдавали на гора столько творчества, да, и столько, в том числе, положительных результатов. И именно которые вылились уже в методы, в формы, в технологии. Россия занимается этим. Я все-таки хочу начать с российского уровня. И даже те идеи еще несколько лет назад российской электронной школы, они трансформировались, да, и есть и мобильное образование, теперь новый контент, есть очень хорошие федеральные ресурсы. И вот все, что там размещается, имеет экспертную оценку. Я понимаю, что этого недостаточно,
но этим можно пользоваться. Но понимая, какой титанический труд сделали наши педагоги, в первую очередь этот труд должен быть оценен. И с одной стороны, а с другой стороны, действительно, его надо использовать для других коллег. Мы ставим эту задачу Институту развития образования. Во-первых, у нас есть Республиканский научно-методический совет, в чьи функции это входит. И Институт развития образования работает как раз над тем сейчас. Это не быстро, это не просто посмотреть и на глазок определить, это хорошо, это в корзину. Поэтому такая работа ведется, и такой ресурс у нас тоже появится. И вы правы, хотим мы или нет, это вошло в нашу жизнь. Наша задача сделать это разовым явлением, да, то есть чтобы, как вы сказали, актировка, либо карантинные мероприятия, либо отсутствие ребенка по каким-то другим причинам, и вот в помощь ему, не вместо, а в помощь. То есть это вошло в нашу жизнь, и, конечно, мы должны облегчить труд педагогов, чтобы он понимал, что он заходит вот в этот ресурс, выбирает предмет, либо там внеклассное мероприятие, и есть какой-то выбор, чтобы не создавать, не усложнять себе жизнь. Поэтому работаем над этим направлением. Уверена, что на уровне, в данном случае, городских и районных методических служб тоже, как знаете, как определенный этап, уже более такой высокой оценки тоже надо сделать. Угу. Наталья Владимировна, у меня такой небольшой вопрос. Значит, все мы знаем, что существует достаточно острая проблема обеспеченности школ кадрами, особенно сельских школ. Для решения этого вопроса была разработана программа «Земский учитель». Она способствует обеспечению сельских школ и школ небольших городов кадрами, да, привлекать их для работы в школы. Но на примере своей школы могу отметить, что учитель нашей сельской школы выиграл в этом конкурсе и уехал в соседний район, в другую сельскую школу, оставив проблему нашей школы открытой. Рассматривались ли такие трудности при проведении этой программы? Будет ли решаться каким-либо образом этот вопрос? И еще какие механизмы могут быть для привлечения учителей в школу? Угу. Огромное спасибо, Нина Ивановна, за этот вопрос. Ты знаете, могу ответить коротко. Пока не попробуешь, не узнаешь. Плюсы и минусы. Это федеральный проект «Земский учитель». Первый год реализации. Республика Коми на этот год получила 16 вакансий, будем так говорить, да, с понятным финансированием. Вот вы назвали только одну проблему, а мы их уже увидели около 10. И вот сейчас анализируется все это, мы передаем это в федеральный центр, чтобы все-таки корректировались некие установки. Вот вы назвали очень актуальную проблему, это миграция. И сейчас она действительно миграция, да что говорить, у нас из сыктывкарских школ уехали в село, ну ладно, сыктывкарские школы, может, еще как-то, хотя тяжело, но найдут учителя, а что делать и так отдаленной сельской школе, если за лучшей жизнью учитель уехал в другую сельскую школу? Вот это самая нерешимая пока проблема. Есть другая проблема, согласитесь вы со мной или нет, как вы к этому относитесь. К сожалению, в этом году вот в нормативных всех регламентах у нас не попала категория студенты, которые на июнь месяц заканчивают вузы, и они не попадают под эту программу, поскольку весь конкурсный отбор с его требованиями происходит в первой половине календарного года. А мне кажется, это как один из мотивов еще раз привлечения вчерашних студентов к работе в школе. Вырастим мы их, научим, наставника ему дадим. Зато он молодой, он либо женится, либо выйдет замуж, построит дом, это мои мечты, и останется надолго, а не на 5 лет в сельской школе. То есть такие проблемы есть, и спасибо, что вы их поднимаете. Я думаю, что мы на какой-то из площадок подведем некоторые итоги на уровне республики, как у нас реализовался в 2020 году проект, чтобы понимать, как выходить на 2021 год, потому что это проект не одного года. И информация, которая поступит уже аналитическая с федерального уровня, тоже мы доведем до вас. По поводу других механизмов,
Но мы же понимаем, есть материальное стимулирование, есть нематериальное стимулирование. Мы с вами сейчас говорим о материальном стимулировании, поскольку все нематериальное мы уже испробовали, да, я так думаю. Но самое главное – это все-таки жилье. Это жилье, это вот, мы можем называть это дома учителя, да, или муниципальное жилье в найм, или еще какие-то альтернативы. Это решило бы нашу проблему. Частично, даже, может быть, в большей степени. К сожалению, у нас у муниципалитетов практически нет маневренного фонда для того, чтобы в том числе этой категории предоставлять жилье. Эту задачу ставил перед правительством Владимир Викторович, и нам даны поручения проработать совместно разными министерствами. Поэтому я думаю, что небольшими шагами, по крайней мере, руководство республики действительно увидело эту проблему и для педагогов, и для врачей. Мы будем это решать, насколько это возможно. Вопросов очень много, даже не знаю, какой выбрать. Такой вопрос, и с другой совсем плоскости. У нас было конкурсное испытание «Формула успеха». Для вас формула успеха министра. Если это секрет, тогда какие качества должен обладать современный директор? Так, я что-то недопоняла. Два вопроса все-таки. Я на первый отвечу. Если первый секрет? Нет, никакого секрета нет. У нас в рамках проекта, вылетело из головы, когда я встречаюсь с лидерами РДШ на территориях, там не разговор с министром называется, а приятные встречи, или как-то так это называется, да. Классные встречи, да, спасибо. Я несколько раз встречалась уже с нашими школьниками. Не слышали, да. И вот они тоже задают всегда этот вопрос. А я всегда отвечаю одинаково. Терпение и труд все перетрут. Вот это не формула успеха, а вообще, мне кажется, вот должность руководителя, неважно, школы там или чуть повыше, это образ жизни уже. Это не профессия, это не должность, это образ жизни. Вот мне кажется. У нас с вами нет понятия нормированный рабочий день, у нас с вами нет понятия это мое или не мое, у нас нет понятия я решу это позже, потому что это надо решать сейчас. Поэтому вот формулы нет, это просто постоянный труд и уже стиль жизни, образ жизни, да. Наталья Владимировна, мы все знаем, что Республика Коми участвовала в апробации модели управления образованием с передачей полномочий на региональный уровень. Вот мы сегодня вопрос уже поднимали, обсуждали. Хотелось бы знать, что нас ждет в будущем. Каковы дальнейшие перспективы этого проекта? И станут ли все школы государственными? А вам это надо? Мне интересно. Вам просто интересно, да? Вы знаете, коллеги, я за то, что будет эффективно работать. И действительно, система образования, она инновационная, всегда была. И когда этот проект 3 года назад уже зарождался в Российской Федерации, мы как передовики во всем, мы решили попробовать. Но попробовали не конкретные изменения подведомственности, да, организационно-правовой формы, а попробовали через иные механизмы управления. Коллеги, я не могу сказать, какая будет установка дальше, но мне кажется, все-таки сейчас для нашей республики, исключительно для нашей республики, эффективен тот механизм, который есть. Мы знаем прекрасный опыт Кировской области, Воронежской области, где не 100%, но многие учреждения перешли на государственный уровень. Мы знаем опыт еще одной республики, где, она очень маленькая республика, где создали одну государственную школу с большой сетью по этой республике. Опыт разный, но вот еще раз говорю, наша труднодоступность, отдаленность нельзя сбрасывать со счетов. И поэтому, ведь если бы за этим проектом, за переводом школ в государственный уровень шли миллионы и миллиарды, изменим тип. Но на самом деле очень сложные процессы, даже механизмы управления, которые мы пробовали, они не везде были успешны. Задача ведь не в том, чьей подчиненности, а в единстве образовательного процесса и пространства. То есть все ведь шло от благой очень цели и идет, от благих намерений. То есть ребенок, перемещаясь волей судьбы из школы в школу, должен, как когда-то в советские времена,
спокойно включаться в учебный процесс и не ощущать свою неуспешность, потому что в этой школе, простите, этот предмет начинался в одном классе или эта тема, ну вы понимаете, о чем я говорю. То есть идея такая, вот эту идею надо развивать, то есть все-таки единство образовательного содержания должно быть на уровне всей Российской Федерации, не только Республики Коми, а уже там государственные муниципальные учреждения – это уже форма. И в ближайшее время мы не планируем таких глобальных изменений. Наталья Владимировна, мы в этом году выиграли грант в рамках цифровой экономики. Мы получили денежное вознаграждение. Да? И вот сейчас у нас возникают трудности при реализации именно не методической точки зрения, а вот с финансовой точки зрения. И обратиться некому. И вот хотелось бы вам задать такой вопрос. Можно ли создать реестр учреждений, которые получили гранты, чтобы можно было к ним потом обратиться за помощью. Вот я теперь, например, узнала, что Наталья Веленовна, да, они получали, у нее есть опыт распределения, наверное, денег этих, поэтому я могу задать вопросы. А в принципе, вот даже не знаешь, куда ткнуться. А деньги нужно реализовать, как-то нужно отчитаться. Бедные мы, бедные. Кто о чем, мы все о деньгах. Есть деньги — хорошо, нет денег — хорошо, или плохо, все не знаю. Нет, спасибо за вопрос, Лидия Ивановна. На самом деле, вот этот грант, про который вы говорите, он не очень часто встречающийся. Это действительно победа, что вы выиграли ваше учреждение. Мы формировали, у нас есть некоторые реестры по другим направлениям. Вот Институт развития образования их ведет. Вы знаете, нет ничего сложного в этом, мы их создадим, этот реестр, по крайней мере, на уровне республики, хотя, я думаю, было бы неплохо создать на уровне Российской Федерации, именно в целях оказания разноплановой помощи. Поэтому давайте, да, договорились по разным направлениям, мы создадим эти реестры. Надо просто подумать наполнение этих реестров, то есть что нам важно с вами. Ведь каждый грант пишется очень индивидуально, под условия, под содержание, под кадры, то есть, ну, хотя бы, может быть, общую информацию, кто руководитель этого проекта, не обязательно директор, да, какие направления. Ведь даже написать грант тоже тяжело. Вот. Тяжело, иногда ведь да, хочется спросить какого-то опыта, да, что вот получили. А мы с вами вот сейчас, уходим все-таки несколько в грантовое направление. И правильно, нас никто с вами не учил писать гранты и доказывать, что мы лучшие, что мы это освоим. Галина Владимировна, ну, ловите как задачу. Спасибо за вопрос. Спасибо. Так, все помогут. Уважаемая Наталья Владимировна, мы осознаем, что и второй трек подходит к завершению. Вы действительно сегодня познакомились с нашими участниками очно, и мы понимаем, что это конкурсное испытание – это удачный профессиональный дебют. Поэтому спасибо, что вы поддержали и включили данное конкурсное испытание в республиканский конкурс. Уважаемые коллеги, уважаемое экспертное сообщество, мы благодарим всех, кто принимал участие в конкурсном испытании «Разговор с министром». Завтра у нас второй день конкурсного очного тура. Вас ждет испытание «Управленческий проект» и, конечно, закрытие нашего третьего профессионального конкурса. Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы мы все благодарили Наталью Владимировну, что она нашла возможность быть с нами. И, конечно, мы надеемся, что общая фотография принесет еще массу удовольствия нашим конкурсантам. Безусловно. Я не могу тоже не сказать двух слов. Уважаемые руководители, директора, я всегда тоже повторяю, я очень открыта для общения, поэтому если у вас есть идеи, у вас или у ваших коллег, не стесняйтесь. Иногда не видно со стороны, но видно с другой стороны. Поэтому предлагайте, развивайтесь, творите. Пусть все у вас складывается, ну, ваши прекрасные коллективы, им только процветания, успеха, а через них нашим детям. Спасибо большое за общение. Так, общую фотографию мы делаем, да? Угу.